Вот эти акции, которые потом пошли уже по регионам, мы помним и до Санкт-Петербурга, действия в Астрахани, потом цепочка это все дальше пошла, нападение на наших сотрудников в Малгобеке. Это одна цепочка, дается общий сигнал, и все начинают где-то свои мероприятия отрабатывать. И, конечно, таким вещам надо быть готовым. И серьезно надо работать против идеологии распространения и экстремизма, и терроризма. Те ребята, которые уезжают с наших регионов, возвращаются оттуда уже более матерыми, готовыми. И едут не с целью там раскаяться, адаптироваться, а с целью выполнять уже задачи здесь, на территориях наших субъектов, потому что в частности в Республике Ингушетия, по эскалации напряжения, по совершению диверсионно-террористических актов и так далее. И, конечно, вот те мероприятия, которые сейчас проводятся органами правопорядка после теракта в метро Санкт-Петербурга, показывают, да, понятно, что до этого они были на контроле, отслеживали их. Вы посмотрите, какая целая цепочка в разных регионах, казалось бы, там, Калининград, где находится, да, вот, в разных регионах целыми группами задерживают. Даже не просто так. Сеть, она распространилась, поэтому нам надо очень серьезно на это обращать внимание. И эта зараза, она распространяется на все регионы. Указанные факты свидетельствуют о возможной активизации деятельности бандподполья в регионах Российской Федерации, в частности в Республике Ингушетия. Надо принять все меры, максимальные меры к тому, чтобы минимизировать эти угрозы.